Ни один гражданин Украины, вынужденно покинувший свою страну и оказавшийся на территории нашей республики, не имеет на сегодня статус беженца. Это официальные данные миграционной службы. Между тем, при положительном решении статус не только бы освободил человека от оформления разрешений и участия в квотах на работу, но и гарантировал бы право на выплату пенсий и обязывал государство обеспечить человека временным жильем. При этом беженцам потребовалось бы отказаться на этот период от паспорта Украины. Впрочем, получить разрешение, как оказалось, действительно проблематично. Никакой войны на территории юго-востока соседнего государства никто не объявлял, значит, нет повода и для статуса. Вынужденные переселенцы в этой ситуации обращаются за менее обязательственным статусом, запрашивая временное убежище. Его в регионе получили более 900 человек, еще 56 заявлений находятся на рассмотрении. Примечательно также, что более 300 украинцев перешли на частичное самообеспечение, так как трудоустроены. На прошлой неделе проходил селектор с министром труда и социальной защиты Топилиным Максимом Анатольевичем. И я могу сказать, что Республика Коми на фоне других регионов выглядит достаточно хорошо. У нас 64% граждан, которые обращались по вопросам трудоустройства, они в настоящее время трудоустроены. 120 гражданам Украины, в основном в Воркуте, за счет работодателей и муниципалитетов предоставлено жилье. Остальные переселенцы проживают в пунктах временного размещения, где их обеспечивают бесплатным питанием. Еще около 200 человек покинули Коми, вернулись домой или переехали в южные регионы.